Объем промышленной продукции в январе-августе 2024 года составил более 330 миллиардов сомов и по сравнению с январем-августом 2023 года увеличился на 0,7%. За счет роста объемов производства очищенных нефтепродуктов, деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности, пищевых продуктов и табачных изделий. Также рост ВВП обусловлен ростом объемов фармацевтической продукции, пластмассовых изделий, строительных материалов и в текстильном производстве. Так, объем валового внутреннего продукта в январе-августе 2024 года по предварительной оценке составил около 798 миллиардов сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 6,6%. При этом на рост ВВП повлияло увеличение объемов отраслей товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги, которые в общем объеме составили около 50%. В 2021 году темп роста ВВП составил 5,5%. В 2022 году ВВП вырос на 9%. В 2023 году Нацстатком объявил о росте ВВП на 6,2%. ВВП за январь-август 2024 года составил 797 миллиардов 700 миллионов сомов. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вся динамика, которая у нас наблюдается с 2020 по текущий момент, это является слаженной работой Кабинета министров, где был реализован план, антикризисные планы. В этих планах были предусмотрены меры, которые были направлены на создание благоприятной среды для предпринимателей, улучшение и упрощение процедур, а также были выделены достаточно большие финансовые средства из государственного бюджета на поднятие уровня жизни, такие как увеличение заработной платы работникам социальной сферы. Указанный рост обусловлен также рядом факторов. Конечно же, это в первую очередь правильная работа команды президента в данном направлении. Безусловно, это активизация внешних и внутренних инвестиций, открываются заводы, фабрики, малые ГЭСы. Еще один фактор – это снижение теневой экономики, отмечает экономист Уран Садыгалиев. Снижение объемов теневой экономики. Как мы знаем, теневая экономика до последних времен объемы были большие. Отметим, положительные тенденции наблюдались и в секторе строительства, где увеличение объемов составило 39,2%, оптовой и розничной торговли 6,2%, а также в сельском хозяйстве 7,3%. Рахат Батырбекова, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.